Первая встреча проходит с вами самыми активными на сегодняшний день, а также, скажем так, самыми законными представителями общественности, в первую очередь гражданского общества, это члены общественных советов. Мне бы хотелось сказать буквально несколько слов, начать с того, что, ну, во-первых, я думала, здесь только сегодня собрались члены общественного совета области. Очень рада, что присутствуют председатели, а также члены общественных советов районов, районных уровней, правильно? Да. Ну и районов, и городов, конечно. Многие из вас руководители находятся, сидят в чате, который вообще-то непосредственно веду я сама. Как это так получилось? Я вкратце историю, кто внимательно слушает, читает, наверное, в курсе, знает о том, что в этом году Гражданский альянс Казахстана выиграл один единственный лот, который называется «Развитие общественных советов». Мы лично можно сказать даже, что я эту тему выбрала, поскольку считаю, что на сегодняшний день, несмотря на наличие закона, правил и так далее, он еще свою работу во всей красе не показал. И самое главное, население плохо информировано и до конца не понимает сути и задач общественных советов. На самом деле это мощная сила. И с этой, так скажем, в этих целях Гражданский альянс Казахстана, именно центральный офис, писал заявку, выиграл. Это двухгодичный проект. И, конечно, здесь надо остановиться. Значит, хочу сказать, что там основная задача – это повышение компетенции, повышение уровня. Там идет эхо. Повышение уровня. Там не видно как сверху, да? Видно? Для нас видно хорошо? Ну, все хорошо. Повышение уровня, вот, в первую очередь, самих членов общественных советов. Мы начали с того, что, да, это не прописано в техническом задании, но, тем не менее, сочли самым правильным создать чаты. И благодаря этим чатам, я сейчас вам скажу коротко, что происходит. Есть чат 20 региональных председателей общественных советов. Второй уровень чатов – это 37 городов Казахстана, значит, конечно, областного уровня. Третий чат – это все председатели районных общественных советов. И четвертый – это центральные госорганы, тоже руководители общественных советов, центральных госорганов, то есть министерств, агентств и, конечно, квазигоссектора. И пятый чат, я подумала, что это очень важно, у нас секретари общественных советов, потому что на сегодняшний день они не являются членами общественных советов, но они ведут работу полностью по как раз их задачи входит и протоколирование, ведение делопроизводства, информационное освещение и так далее. То есть, несмотря там, я понимаю, что небольшая зарплата, но задачи у них очень большие. И им тоже надо быть не менее, скажем так, значимыми в своей работе. Они должны не меньше всех членов общественных советов разбираться во всех, в первую очередь, законодательстве, в законе, законах, правилах и других вещах для того, чтобы мы вместе могли продвигать уже и уровень, и самое главное, повышать, точнее, совершенствовать законодательство. Итак, вы знаете, что мы в самом начале, первый раз, когда встречались в Zoom, я говорила о том, что у нас есть несколько направлений. Какие направления? Это первая, конечно, задача – это обучение. Вы знаете, что почти все прошли, около 4000 человек у нас прошли. Нет, 4000 всего членов общественных советов. Я сейчас уже цифры, честно говоря, не помню в день. Столько у меня цифр звучат разного уровня. Ну, в общем, получилось, что почти большая часть приняла участие в анкетировании, и появился, так скажем, примерный портрет ситуации общественных советов. Что нужно, какая учеба нужна, какие семинары, какие тренинги нужны для того, чтобы повысить в целом компетенцию членов общественных советов. Конечно, наши чаты ведутся на 2 языках. Я сразу хочу предупредить, если будут сейчас вопросы на казахском языке, на русском языке. Для меня абсолютно это одинаково. Я свободно могу объяснить и на казахском, и на русском языке. Чтобы 2 раза не повторять, давайте договоримся, я буду пока говорить на русском языке,
Но если у кого-то есть вопрос, буду отвечать на том языке, на котором был задан вопрос. Итак, наше, конечно, онлайн-обучение будет проходить в формате онлайн. На казахском и русском языках мы будем группы делить. Они будут идти с сентября по декабрь 2023 года. И потом вы получите сертификаты, что вы прошли обучение. Значит, всего все прошедшие обучение члены общественных советов и получившие сертификат в 2024 году смогут принять участие в конкурсе по обмену опытом между общественными советами всех уровней посредством организации стадии туров регионы. То есть, например, все, там, ну, скажем так, ну сколько человек? Ну, представим себе, 300 человек прошли обучение, получили сертификаты. Среди них разыгрывается конкурс, ну, это чуть позже мы вам дадим все положение. И те, кто покажут, насколько достаточно компетентны, значит, мы их будем делать обмен, оплачивать им дорогу, проживание и так далее, для того, чтобы они могли поехать, увидеть на практике опыт другого региона. И второе направление работы в рамках вот нашего проекта – это, конечно, постоянно действующая диалоговая площадка «Қоғамдық кеңес», общественный совет. Но здесь мы сейчас тоже прорабатываем, заодно готовы выслушать ваши предложения, какая тема является наиболее интересной. Планируем вообще-то в ближайшее время провести один из таких в офлайн формате. Это предложение министра информации и общественного развития. Вы знаете, это министерство является уполномоченным органом по работе и развитию общественных советов. Хотим провести один на уровне ЦГО. Ну, а потом посмотрим, как дальше. Тоже центральных государственных органов. Извиняюсь, привычка сокращать продолжается. Оставляет желать лучшего забыть. Так, следующее. Конечно, однозначно это личные встречи. Например, вот буквально в Западно-Казахстанской области у нас состоялся, вот я как раз проходил форум, перед форумом я встречалась с членами общественного совета, но почему-то они как-то, с одной стороны, думаю, даже надо было в таком формате, потому что там тоже было много людей, но в основном были члены общественного совета города и области. И многие темы вот поднимали открытым текстом, и вместе мы придумали, как их решать. Потому что на самом деле легко сказать, общественный совет, на самом деле очень много, несмотря на нашу активность, я тоже член общественного совета одного из государственных органов агентства по реформам как раз и стратегического планирования, и вижу, что есть недоработки, потому что нам надо все-таки усиливать свои права тоже. Вот, ну, это, я думаю, это не только я говорю, это пишут уже в самих чатах наши наиболее активные руководители общественных советов. И, конечно, сейчас вот по республике, вот я, оказывается, здесь точная цифра, всего по республике было, скажем так, прошли мониторинг 3394 члена общественных советов, 650 членов общественных советов имеют уже личный аккаунт в социальных сетях, 1909 членов общественных советов, почти около 2000, не имеют личного аккаунта в социальных сетях. А сегодня, увы, это очень важно. И вот на основе полученных данных от Костанайской области также сделали мониторинг, провели мониторинг социальных сетей, Инстаграм, Фейсбук, 181 члена общественных советов. Из них 19 членов ОС имеют личный аккаунт и используют его как продвижение своего личного бренда в качестве эксперта. 22 члена ОС имеют личный аккаунт, однако редко делают публикации. И 140 членов общественного совета не имеют личный аккаунт в социальных сетях. Если учитывать, что Костанайская область состоит из 16 административных районов и 4 городов, можно сказать, почти 20 регионов, да? За последний месяц, 3 месяца не обновляли и не представляли информацию о членах общественных советов 7 районов. Это Алтынсаринский, Карасузский, Костанайский район, Мендекаринский район, Сарыкольский район Майлина и Федоровский район. Члены ОС, у которых отсутствуют страницы в соцсетях, мы планируем создать для них персональные страницы и провести обучение по правильному ведению и размещению информации у себя в аккаунте. Но есть положительный момент. У Костанайской области есть рабочий вариант, рабочий аккаунт в социальных сетях, где они освещают деятельность общественного совета области.
Но вы знаете, что мы разработали единый хэштег, просим всех использовать его. Вообще, для чего все это работа делается? Скажем так, вот когда мы говорим, что население неплохо информировано, увы, на сегодняшний день считается, если тебя нет в социальных сетях, если тебя нет в информационном пространстве, то ты практически как бы и нет. Так получается. Но это, во-первых. Во-вторых, нам нужно максимально с вами продумать, каким образом. Конечно, здесь вот я не вижу, кто из внутренней политики здесь случайно нет? Представитель. Заместитель у нас есть. Я прошу прощения. И Да. Марат Кенжебекович, я смотрю, на связи по великолепно. конференции. Я почему говорю? Потому что дело в том, что вообще уже во всем мире сейчас общественность, она наращивает потенциал. Вот если взять даже тренды, гражданское общество и так далее, в том числе, значит, и в Казахстане, мы видим, как уже само законодательство нам дает возможность. Буквально, я думаю, что вот как только выйдут сенаторы из отпуска вернутся, один из первых законов – это будет закон об общественном контроле. Закон об общественном контроле позволит любому гражданину Казахстана, там есть только 2 пункта, это вот несудимость и так далее, не состоящий на учете, значит, гражданин может инициировать общественный контроль. Но когда один гражданин, значит, инициирует, это одно. Когда инициирует общественный контроль, проводит общественный совет, но у общественного совета сейчас есть механизм такой, вот через закон есть возможность проводить эту работу на более высоком уровне. Вы все прекрасно знаете, может быть, не все же в составе общественного совета, но общественных, таких активных людей много. В каждом селе, районе, городе. И это, наверное, как раз тот пул, который мог бы тоже стать, как мы говорим, волонтерами общественных советов. Но если на то пошло, мы все волонтеры, поскольку зарплату никто не получает. У нас в сетях эта тема тоже очень бурно обсуждается, особенно на районном уровне. Некоторые говорят, что почему зарплату не получают? Потому что мы такую огромную работу ведем. Но тогда мы превратимся в следующий или акимат, или маслихат. Но есть другой момент. Дело в том, что в соответствии с законом мы можем привлекать экспертов. Мы можем проводить какие-то экспертные исследования. А каким образом? На какие деньги можно? Вот здесь вопрос, да? И, значит, вот просто самое такое. Члены общественного совета утверждают, первыми, не извиняюсь, не утверждают, они первыми, практически, можно сказать, через них проходит бюджет. После того, как рассмотрит общественный совет и внесет свои коррективы или предложения, потом он идет уже в маслихат. В этой связи, например, Алма-Ата, вот сейчас, благодаря тому, что вот мы сейчас ведем проект, почти каждый день идут, значит, и лично, скажем так, беседы. Я рассмотрела, что один из вот таких возможных вариантов – это именно заложить средства на организационные расходы. Там так написано, эта статья разрешает. Что это такое? Вот сегодня проблема в районах. Для того, чтобы объехать свои сельские округа, это всем кажется район, как будто это один село одно. На самом деле там несколько сельских округов. И зачастую это нужен транспорт, выехать, там, прочее. Вот эти все расчеты все-таки надо, наверное, это продумать. Вот непосредственно есть, конечно, каждый районный общественный совет, городской, они все равноправны, мы все равноправны, но вместе с тем, я считаю, что самое главное здесь, вот сейчас в руках, тем более такой авторитетный, как Серик Чингизович, за плечами опыт государственной службы, законодательной работы. Я думаю, сам Бог велел вам, вот Костанайской области, вот первыми нам показать этот пример. Алмате легче, они все, город в одно время. У нас в городе бывший лидер альянса, она не бывшая, она исполнительный директор гражданского альянса города Алматы, она сегодня председатель общественного совета Алтынай Кубеева. Она же депутат маслихата. То есть она и так все вопросы практически решила в плане того, что даже вопросы оплаты труда, у них даже не один, а 2 или 3 секретаря, которые ведут все полностью, потому что у них очень активно идет работа. Они сейчас все, по всем вопросам почти практически они вмешиваются. Неправильно я и говорю, выражаюсь, не вмешиваются, но они мониторят проблемные зоны. Лучше здесь вытащить, выслушать, вместе решить проблемы,
чем смотреть, как они будут там на площади еще где-то выходить и требовать то, что не решается. И более того, значит, вот эти, раз в самом законе вот, значит, прописано организационные расходы, а что такое? Это экспертное сопровождение. Мы не все, не кто-то в чем-то эксперт, но не во всем. И вот когда нужна такая экспертиза, конечно, на это деньги должны быть предусмотрены в бюджете. Я думаю, что это мы только-только как бы входим впереди. Вот, но вместе с тем, как вы сказали очень правильно, вы поднимали вопрос в чате, Сергей Чингизович, значит, и об ответственности. Если, например, вот вы провели большую работу, общественный совет, без разницы, в городе, районе или это в области, показали, насколько, какие проблемы есть, вы передали этому конкретному государственному органу все свои рекомендации, а в ответ тишина. Что мы тогда должны делать? Вот в ответ, значит, да, у нас сегодня в законе прописано месяц. Месяц госорган в течение месяца он должен рассмотреть, или он примет, или даст такой ответ, значит, объяснит, что это не так или сяк, почему он не может это выполнить, реализовать. Но вот в законе об общественных контролях всего 10 дней. Поэтому в законе об общественных советах уже сейчас в сопутствующем законе об общественном контроле к нему рядом идет другой закон, который вносит поправки во все, значит, нормативно-правовые акты, в том числе закон вот об общественных советах. И тогда будет не месяц, достаточно 10 дней, они должны дать ответ. А что дальше? Дальше вступает в силу, как, значит, объяснили, административно-процессуальный кодекс и так далее. То есть есть, но в этом прописано более сейчас, вот в законе об общественном контроле уже более четко прописано права и обязанности. Но это только как бы общественный контроль включает абсолютно все. Хотя мы как-то здесь вот в общественных советах написано общественный контроль, общественный мониторинг, общественная экспертиза, но на самом деле это все виды общественного контроля. И теперь буквально я бы хотела сказать следующее. Значит, что? Давайте, у меня сейчас 4 часа еще один координационный совет, поэтому лучше выслушать вас, услышать ваши слова, предложения, рекомендации, где вы сталкиваетесь, с какими проблемами. Идет запись полностью Zoom-конференции, поэтому мы его тоже как бы потом еще сделаем расшивку, еще раз внимательно уже у себя прослушаем в центральном офисе все ваши предложения, рассмотрим на предмет его обоснованности, законности и так далее, что мы можем сделать. Задача номер 1 по итогам вообще этого проекта, номер 1 задача – это внесение изменений в настоящее, значит, законодательство в целях повышения уровня не только компетенции, но и в целом выстраивания взаимодействия общественных советов, повышения их роли и, конечно, прав. Ну, обязанности, мне кажется, и так хватает без этого. Вот права все-таки максимально. Спасибо большое, если пожалуйста, вам. Рахмет, Бану Ганиевна. Сарынасына құрметті әріптестер, ең біріншіден Абай күнмен баршаңызды құттықтаймын. Бану Ганиевна, добро пожаловать в нашу деятельность. Спасибо, что в таком плотном графике вы нашли возможность встретиться с представителями общественных советов нашего региона. Желаю успеху форуму, который будет проходить на Росмейской. Но вообще-то это наш форум общий. Наш форум. Вы должны присутствовать. Ну, гражданский альянс все-таки проводит, главный флаг держит, поэтому мы только можем помогать в этом отношении. Поэтому, уважаемые коллеги, если есть вопросы, пожелания, мы сразу перейдем, наверное, к практической реализации. У нас, правда, и городской общественный совет готовился с выступлениями. Валерий Фанаевич здесь находится, заместитель председателя городского общественного совета города Кустаная, областного центра. Но если у вас выступления есть вопросы, предложения, Валерий Фанаевич, пожалуйста, с удовольствием выслушаем. Артисер Хандай Сахтар, Волсаде, пожалуйста. Может, вы начнете первым? Есть предложение коллеги представляться сразу, я этого знаю, Бану Ганиевна, чтобы знала, для записи, которая ведется для гражданского альянса, который в этом году большой госзаказ выполняет, и очень качественно, на мой взгляд. По крайней мере, мы почувствовали, что кто-то у нас есть куратор в министерстве, и который слышит нас, наши предложения. Свои предложения я в заключение не скажу, сейчас хотел бы, чтобы послушали мы сначала наших коллег. Валерий Иванович, вы готовы, пожалуйста? Да.
Ну, в принципе, я тоже приветствую на нашей земле. Спасибо большое за такое участие. Благодаря. Вопрос у нас, я не буду перечислять ту работу, которую мы делаем. Она постоянная, она достаточно напряженная, потому что, ну, во-первых, общественные советы, вы правильно сказали, через них проходит первичный документ. То есть это то, что как раз дает возможность большему количеству населения нашей страны участвовать в этих процессах. Это правильно, это, наверное, на следующий день основное из направлений, вектор направления того, как люди могут участвовать. То есть уже неформально, не в виде жалоб, заявлений, а именно для того, чтобы это было с обратной связью. Вот мы, например, на нашем совете уже поднимали несколько таких достаточно глобальных вопросов, когда это были обращения именно по каким-то проблемам наших местных, по городским. Это касается озеленения, это касается вопросов и парковых мероприятий, то есть то, что беспокоит людей. И тогда сразу возникает правильное направление, то, что завтра, когда у госоргана есть какая-то программа, и эта программа проходит через общественный совет, то там как раз те люди участвуют. Вот, ну, приведу такой пример. Делали благоустройство подъездных путей, тротуаров и представителей, ну, я в том числе, выезжали на место, мы принимали работу, мы согласовывали, мы рекомендовали, и когда нас слышат, мы даже, ну, такой, может быть, не сильно такой громкий, но такой пример. Например, нам предоставили, значит, наш день представила ценовую, так сказать, политику по установке тампонов, лавочек и всего остального. Сделали тут же небольшой, так сказать, мониторинг, и цены немножко снизились. Я открыто честно говорю, не потому, что это кого-то должно задеть, а для того, чтобы оно лишнее не будет. Это есть практическое применение. Поэтому если в этом отношении... Микрофон там пишет. Да. Микрофон ближе делай. Ага. Если мы вот в этом направлении будем еще ближе, и те полномочия, которые вы говорите, которые следующие, те полномочия и ответственность, которые появятся у общественных советов, оно только даст еще плюс. То есть мы как бы в начале пути, если очень большая критика была вот в самом начале, сейчас, я думаю, вот, применение вот этих поднятия практических вопросов, через практические вопросы мы, наверное, тогда добьемся больше успеха. Мы вот, в этом плане, я думаю, что и состав общественных советов на сегодняшний день вот, по городу Кустаная, мы считаем, что состав входит практически все направления, это и молодежные, и спортивные, и учреждения, соответственно, все общественные объединения. То есть сам состав по себе уже дает возможность. Сколько процентов у вас общественных? Сколько процентов? 19 человек у нас в общественном совете, 19 человек, и вот этот процент такой. Да, вот, общественники ГОС. Нет, И у нас везде соблюден. там не соблюдет, более 7 членов, но вопрос даже не в этом, а в том, что мы практически туда включили именно те направления, которые самые такие живописные. Поэтому, в принципе, у меня как предложение, то, что саму структуру общественных советов, она не была какой-то контрольной совсем случаем, но чтобы контрольные какие-то возможности, они были. Не принимать какие-то документы, мы себе такую задачу не ставим, мы ставим задачу для того, чтобы в этих документах не было какого-то неполноценности в части обхвата населения. Потому что к нам сходятся как раз все пожелания именно от населения. Спасибо. Спасибо. Можно задать вопрос? Конечно. Вот у меня вопрос. Смотрите, поднимите, пожалуйста, руки, по крайней мере, те, кого видим на экране. Кто из вас открывает... Нет, поднял еще раньше, еще вопрос не задала. А вопрос, кто из вас заходит на сайт, заходил на сайт Казкинес? Сайт Казкинес специально для вас. Он был раньше нерабочий. Сейчас вот просто наберите слово по-русски Казкинес.
хотя вам там написано латинскими буквами, автоматически зайдите, и вы там увидите все. Там карта. Если вы вот так на эту карту нажмете, Себе. выходит сразу Костанайская область. Ваши фотографии, ваши данные, все абсолютно. Если нет, вы говорите, звоните нашим значит, специалистам и говорите, почему меня нет? Вот мое фото, вот моя биография. Таким образом, любой на территории Казахстана, сидя в каком-то районе, может посмотреть, зайти и посмотреть, а ну-ка, в Павлодаре кто у нас тут сидит? Вот мой знакомый сидит, отлично. Потом там есть успешные кейсы, там новости, там рассказывают интересные вещи, лучший опыт. Ведь на самом деле, зачем придумывать велосипед, если его уже придумали? Точно так же в некоторых регионах уже есть то, что можно сегодня применять в нашей работе. Я очень надеюсь, что после сегодняшней вот буквально нашей встречи каждый из вас заглянет для интереса. И если что-то, мы почти месяц всего там айтишники все приводили в порядок и сделали таким удобным, легким, вы сможете свой вопрос задать и получите ответы на ваши вопросы. Казах тілінде, орыс тілінде, екі тілде ақпарат. Кроме того, вся законодательная база, все исследования прошлого лет, и вот в этом году уже идут исследования, доклады готовят. Вы знаете, что сейчас готовится ежегодно национальный доклад об общественных советах. И этот доклад это описывает деятельность, работу и, конечно, какие проблемные вопросы есть. Вы там можете прочитать даже в прошлом году, какие вопросы ставились, и сказать, что вот эти вопросы уделите внимание, потому что до сих пор остались. Поэтому сұрақтарыңыз бар болса, кімде сұрақ бар? Можно просто поднять руку, можно там показать через кто хочет. Желающие есть выступить, сказать. Айтатын заттарыңыз бар болса, а может похвастаться. А у нас это вообще лучший в Казахстане общественный совет. Да. Сейчас коллеги готовятся, но я, с учетом того, что запись ведется нашего совещания, хотел бы озвучить 5 проблем. Некоторые из них вы уже знаете, многонемно. Я постараюсь не повторяться, то, что уже до этого задавал вопросы. Первое. Слишком размазана в законодательстве формулировка по отчетам государственных органов и отчетам области. Она есть в бюджетном кодексе, она есть в законе об общественных советах, и там так запутанно написано по нескольким статьям, все, то есть разобраться окончательно нельзя. Какая форма должна быть совместно с маслихатом? Совместно, вот сегодня на отчет таким области заслушивали, непонятно, это маслихат заслушивали, это мы заседания проводили, и у нас таких пересечений с маслихатом очень много. Нужно вывести это все из нормальное русло. Более того, я хочу сказать, что мое мнение в принципе республики известно, что принятие закона об общественном контроле практически сводит на нет работу общественных советов. Мы сейчас часть занимаемся тем, чем маслихаты занимались и занимаются, часть мы занимаемся тем, чем будут заниматься те группы людей, которые будут работать по закону об общественном контроле. Вот, практически, как здесь это будет совмещаться, пока для меня еще не ясно. Я посмотрел последний вариант закона об общественном контроле, который находится в Сенате, и сопутствующий законопроект, внимательно прочитал, изучил. Есть вопросы по ряду моментов. Хотя то, что петицию вводят в административно-процедурный процессуальный кодекс, это очень правильно. Вот. Поэтому отчеты госорганов не регламентированы. Ни сроки, ни итоги, ничего. Там еще и отчеты госорганов, отчет Акима области, отчет по социально-экономическому развитию. Все так запутано, хотя, если на бюджетный кодекс посмотреть, там тоже, тут получается, мы только должны посмотреть отчет о социально-экономическом развитии региона. Потом есть о выполнении программы развития региона. Отчет. Очень как-то все так написано, уже столько времени прошло, как закон приняли, уже можно было бы разобраться. Я надеюсь, Дахан Хамзабекович, как председатель общественного совета МИОРа, Министерства информации и общественного развития, вместе с ними, с разработчиками, все-таки приведут в соответствие каким-то образом все эти вещи. Следующее. У нас, к сожалению, на удивление нет прав запрашивать информацию государственных органов. Только при подготовке общественных слушаний, только при подготовке общественного мониторинга или общественной экспертизы. В других случаях вообще такого формы нет. Но когда обращаются люди, мы для того, чтобы понять,
выносить этот вопрос на какую-то форму общественного контроля или мониторинг провести, или экспертизу провести, или общественное слушание провести, мы должны понять, в чем проблема, и в госоргане проблема, и, может быть, яйца выявленной проблемы не стоит. Мы должны эту информацию у госоргана запросить. Ну, понятно, что мало кто нам отказывает, но, по сути дела, я когда пишу письмо, я должен сослаться на норму закона или нет. То есть мы не можем сегодня, у нас нет таких прав, заплатить официальную информацию в госоргане. Следующее. Очень важно. На сегодняшний день государственные органы, надо, не надо, несут нам нормативно-правовые акты, которые собираются принимать, чтобы мы их согласовали. Такой поток идет писем, причем я вот отслеживаю специально через сайты государственных органов и то, что нам приносят. Иногда к нам не попадают документы, которые надо было бы нам рассмотреть, а иногда попадают документы, которые к нам вообще никакого отношения не имеют и никаких прав, так сказать, и не нарушают ни граждан, никого. Вот, к примеру, я приведу вопрос. Недавно мы согласовывали документ решения областного маслихата о внесении изменений в положение о грамоте областного маслихата. Изменения касаются только одного фактора. В 3 местах слово секретарь надо поменять на слово председатель. Ну зачем нам это рассматривать? И я понимаю, что не маслихат здесь виноват, а виноваты юридические службы Министерства юстиции, которые иногда, вот, департамент, который иногда не принимает документ без нашего согласия, хотя я вижу, что там не наша сфера и не наш функционал абсолютно вообще полностью. Вот это тоже нужно как-то более четче ограничить, и Министерство юстиции тоже постараться, чтобы они своим департаментам тоже дали разъяснение, чтобы по поводу исполнения. Цен касается, понятно, земли касается, понятно, бюджета касается, понятно. Но когда вот такие технические вещи какие-то происходят, и мы вынуждены рассматривать, ну, во-первых, время тратим, бумагу тратим, и затягивается принятие решения очень простого постановления. Это вот коротко, если об этом сказать. И по отчетам госорганов я сказал, регламентировать сроки и итоги. И по ответам все-таки нет абсолютно у госорганов никакой ответственности. В части, если они даже вовремя среагировали на наши рекомендации, среагировали как? Прислали ответ, что это невозможно, то невозможно, это невозможно. И в принципе все. И для примера скажу, что мы от Министерства экологии ответ на наш запрос по поводу, когда мы здесь рассматривали вопрос по содержанию собак, животных, мы ряд рекомендаций в министерство направили, у нас право такое есть, давать рекомендации госорганам, там неопределенный уровень госорганов, это для министерства в том числе. Мы ответ вообще не получили. Ну, не хочется судиться, конечно, я понимаю, но по административному процессуальному процедурному кодексу можем посудиться с ними, выиграем явно суд. Ну, это, наверное, не уровень взаимоотношений общественности и государственных органов. Спасибо. Может, все-таки вопрос, ответ, это сейчас сначала вопрос. Коллеги, пожалуйста, вопросы есть? Может быть, здесь присутствующий кто-то что-то хочет сказать. Я смотрю, вы что-то нацелили что-то сказать, пожалуйста. Конечно. Все на честь совета Коваль. Да, Коваль, член общественного совета области. Очень часто вот мы получаем на согласование различные документы, которые вот размещены на общей площадке, и там ну, вот, в общем порядке, как общественный совет, и как любой гражданин может свои какие-то комментарии, вызовы, размещения и так далее. То есть, по сути, роль общественного совета в данном случае, она ну, останавливается на уровне обычного гражданина. А между тем, при разработке этих изменений, члены общественного совета вообще, на мой взгляд, должны входить в эти комиссии, которые изменения готовят. Поскольку каждый член общественного совета выражает интересы каких-то групп населения, каких-то объединений, организаций общественных. И, в принципе, на этом уровне было бы полезно принимать участие в подготовке этих изменений, чем потом забрасывать их там комментариями, какими-то замечаниями и так далее уже на стадии принятия. И в этом случае учет интересов населения он был более своевременным, чем уже когда они размещены для обсуждения. Вот такое предложение, поскольку изменений таких достаточно много, и вот я согласен с Эриком Чингисовичем, они носят разный уровень вот технических ошибок и до фундаментальных каких-то вещей. Вот, допустим, сейчас мы столкнулись с чем?
чипирование животных. Очень хороший, очень правильный закон, все его поддерживали горячо. Но сейчас это приходит к чему? Что минимальная зарплата, минимальный прожиточный уровень и некоторые другие социальные показатели для людей не утверждены. А уже понятно, какой уровень штрафа понесет сельский житель, если он не чипирует свою дворовую собачку. А как он живет, какой у него уровень дохода, это все повисло в воздухе. Но уже понятно, что участковые будут ходить, проверять и так далее. И в некоторых моментах, к сожалению, вот здесь вот есть необходимость роли общественных советов по запросам в органы, по привлечению тех или иных руководителей качества, она вот, недостаточна. Поскольку мы принимаем участие, включаем какие-то вопросы, мониторинги, комиссии, но по сути мы остаемся таким органом достаточно номинальным, который вроде как есть, а прав, с учетом финансового, как вы говорили, количества подтверждения, их недостаточно. Спасибо. Андрей Петрович, по ряду документов мы договорились так, да, размещается у нас в общем чате. Если у членов общественного совета есть вопросы, тогда мы задаем. Если ни одного вопроса не поступило, мы автоматически рассматриваем без замечаний. В прошлом году, пример хочу привести, когда по воде тарифы поднимали по воде, общественный совет посчитал необходимым провести общественное слушание, мы снизили тот уровень, который предлагал государственный орган, и если так, по-моему, наше предложение принимало окончательно. Вот, этого касается. Что касается чипирования, то, насколько я слышал, до 1 сентября бесплатно чипирование сейчас идет активно. Просто люди опять, наверное, 31 августа станут очередь большую. А до 1 сентября, по-моему, чипирование бесплатно идет. У нас специалисты есть по этому вопросу. Мы очень сильно рассматривали этот вопрос управления ветеринарии. Там очень много вопросов было. У нас рекомендации там на 2,5 страниц, когда принимали типовые положения. И у нас, кстати, тогда возникло непонимание с управлением юстиции, и я министру юстиции задавал вопрос бывшему частью, который не смог на него ответить. Мы типовые положения изменили, они типовые для этого делаются, что типовые. Мы их адаптировали под местное. Управление юстиции никак не хотело регистрироваться, пока мы сказали, что мы другого ничего делать не будем, будем с вами судиться. Тогда они их приняли, потому что типовые положения для этого делаются, не утверждаются министерством, а делаются типовыми для того, чтобы на местах могли их адаптировать под местные условия и свое видение здесь высказать. Вот мы его высказали и все-таки продавили то, которое необходимо было нам для конкретной реализации. Потому что в типовом положении там столько недоработок, пишет местный государственный орган. Какого уровня? Областного или городского? Вообще даже не указано. Представляете? И как мы здесь должны делить? Город это должен заниматься или область должен заниматься. Много там таких ошибок, о чем мы, кстати, министерству отправили, уполномоченный орган. И вот о чем я говорю, на наши рекомендации ответов вообще не будет. Вот. И на этом все. Вот вы сейчас сказали про закон об общественном контроле. Я все-таки хотела бы сказать, закон об общественном контроле, там не так много статей, 15 статей, но причем он очень хорош. Вот здесь как раз я специально вот проект закона, который уже практически вот он висит уже на сайте Сената, потому что вот смотрите, здесь четко написано, статья 7, вот то, что вы сейчас говорите, субъекты общественного контроля, это мы, в том числе общественный совет, некоммерческий. Значит, первый пункт, осуществлять общественный контроль. Второе, посещать территории помещения объекта общественного контроля по письменному согласованию с объектом общественного контроля. Правильно, ты же не будешь там, куда хочу, туда хожу. Запрашивать информацию, объект, то, что вы сейчас говорите, запрашивать, третий пункт, статья 7, запрашивать информацию у объектов общественного контроля, в порядке, предусмотренном законодательством Казахстана о доступе к информации. И использовать средства аудиовизуальной техники, а также производить фото-видеосъемку при осуществлении общественного контроля с соблюдением требований. Обычно некоторые говорят, нет, это нельзя, только если это не касается объектов спецназначения. То есть здесь четко все это написано, здесь как раз и права и обязанности субъектов, это наши, то есть это некоммерческая организация, это советы, общественные советы, просто граждане. Теперь я хочу сказать вам, потом есть права и обязанности объектов общественного контроля. Здесь тоже четко написано.
объект общественного контроля имеет право получать от субъектов общественного контроля информацию об осуществлении общественного контроля и его результатах. Он также имеет право требовать все эти, значит, проводить аудио-видеосъемку и так далее. Здесь он имеет право отказать в помещении, посещении, извиняюсь, территории и помещения объекта общественного контроля в случае, предусмотренных пунктом 5 статьи 12, ну, это я говорила, если это спецучреждение и так далее, конечно. Но там есть свои нормы проверки. Дальше и проверки, и контроля, хоть какого общественного. Так, дальше. Но объекты общественного контроля обязаны соблюдать законодательство Казахстана, права и законные интересы субъектов общественного контроля, обеспечивать, второй пункт, доступ субъектов общественного контроля к территории и помещениям объектов общественного контроля на основании порядка, который установлен законодательством. Дальше прописывается, каким образом они обязаны обеспечить доступ к информации о своей деятельности, ну, за исключением информации с ограниченным доступом, и рассматривать запросы субъектов общественного контроля в соответствии с требованиями. Они принимают необходимые меры по соблюдению представителями объектов общественного контроля, морально-этических норм и так далее. Но это все не буду. Дальше. Смотрите, значит, вот вы проверили, скажем, общественный совет решил инициировать проверку. Создается рабочая группа. Не больше 5 человек. Мы хотим проверить, например, какой, ну, например, объект здравоохранения. Как больше всего вопросов, наверное, сегодня по этой части. Хорошо, эти 5, вот, которые зашли, мы заранее, то есть мы направляем письмо о том, что вот будет проверка, да, то есть мы хотим общественный контроль, то есть как бы уведомляем о том, что будет, потому что неожиданно нагрянуть, это, и никаких проблем. Я думаю, что за это даже иногда говорят так, если предупредили, то они практически подготовятся. Но я думаю, что такого ничего невозможно сделать, изменить то, что есть на самом деле. И самое главное, по итогам вот, общественного контроля, ведь человек не только смотрит там то, что мы же все смотрим, какая постель. Я работала в Мангистауской области, и, ну, сейчас, может, неудобно говорить, но проверяла, ну, не то, что проверяла, как за Макиновым, посетила одно, не хочу назвать лечебное учреждение. И, конечно, там вот пришла за Макиновым, все условия для труда. Захожу в кабинет, ой, в палату, просто одна пустая. Поднимаю там матрас, не знаю какого года, он уже, просто человек лежит на этой советской вот этой кровати, пружинах так называемых. То есть это ясно, с чем это связано, ведь деньги выделяются, все это есть. Вот, пожалуйста, способ инициировать. И поэтому, значит, теперь закон, когда мы говорим, что мы, как бы ни получилось, закон нас наоборот, закон нас усилит. И вы не думайте, что любой человек побежит и большой там мониторить или собирать группу, проверяет. Это же тоже волокита. Это же вы же сами вот сейчас видите, какой огромный объем работы. И его надо написать, мотивированный ответ получить, если, например, они отказываются по рекомендациям. Мы их направляем. Вот отдали итог, в течение 10 дней, значит, должны получить ответ. Или они обязаны все это исправить, они осознают, что общественный контроль прав, вот это у нас нет, вот мы закупим то, сделаем все и прочее. Если такого ничего, значит, нет, тогда должны мотивированно ответ дать, что у нас все это замечательно, прекрасно, а вам показалось. Ну, если в данном случае, тогда это уже в судебном порядке и следующие органы. Поэтому закон об общественном контроле, наоборот, это будет прекрасный инструмент, который очень долго обсуждался. Он вообще там должен был быть другой проект. Сначала он прошел все общественные организации, в том числе мы все вместе сидели в каждом регионе, и юристы, и правоведы, НПО. Потом он уже пошел. И вот, наконец, даст Бог, я все тоже жду этого закона, потому что мы тогда усилим. Там многие вещи уже само собой решатся. Но, кроме того, то, что вы сейчас говорите про общественные советы, и по ходу каждый день, прямо уже, особенно на сайте районных, там прямо идет реально полемика идет. Я думаю, что это очень хорошая полемика, потому что всегда в споре рождается истина. Как правильно выстраивать. Спасибо. Да, я законопроект очень внимательно посмотрел, когда я говорил об информации, немножко имел в виду другое. Понятно, по объектам мы можем запросить, если будем рассматривать вопрос. Приведу пример, о чем мы говорим. Мы по объектам информацию не запрашиваем, нас всегда интересует информация, касающаяся какой-то сферы.
Сегодня уважаемый Алексей Владимирович Куликов сегодня присутствует, член общественного совета, задал к нему области вопрос, потому что, в принципе, нам нужна информация о том, что у нас происходит со спортивными площадками в области. У нас права такого запросить нет. А мы должны у всех госорганов, управления образования, управления спорта, акиматы городов и районов, там, где дворовые площадки есть, должны запросить информацию. Права такого нет. Мы же не на объект на один идем. Вот, к примеру. В Кинжигуле часто бывает вопрос, она мониторирует социальные сети, говорит, вот в том районе то, в том районе это происходит, все. Может быть, нам надо посмотреть, а мы не знаем, надо нам посмотреть, нет, насколько глубокая проблема. Такую информацию. Нам вообще нужно информацию иногда запрашивать для того, чтобы понять. Мы готовим план работы на следующий год, предположим, да? Мы так на ощупь делаем. Вот в прошлом году были вопросы большие по ОСИ, мы внесли на повестку дня себе этот вопрос. Для того, чтобы понять, вносить этот вопрос на заседание совета или не вносить на общественное слушание, мы должны тему эту знать. Поэтому запросите госорган. Члены совета, например, говорят, материнство и детство, мы не знаем, есть проблема у меня или нет. Нам надо запросить информацию сначала. И так часто бывает. Когда мы готовим заседание, вопросов нет. На основе закона мы запрашиваем информацию, нам нужна. Докладом руководитель должен выступить. Готовим рекомендации, заседания комитетов наших постоянных. То есть руководитель управления здравоохранения. Это понятно, когда такое есть. Да. А когда нам нужно почувствовать ситуацию и запросить информацию для того, чтобы зря волну не поднимать, чтобы бурю в стакане воды не разводить, а может быть глубокая проблема. Мы должны ее тоже понимать. Вот у нас некоторые члены общественного совета, они тематические, и кто-то какие-то темы ведет, они их знают и все время говорят, вот надо бы вот это рассмотреть. А я говорю, ну я не знаю, надо рассмотреть или не надо. Члены совета пускай сами решают. И мы, может, мимо какой-то проблемы проходим и не замечаем, а какую-то мелкую берем и наоборот ее начинаем изучать, обмусоливать со всех сторон, тратить, так сказать, покушки из воробья. Вот об этом говорить. Просто нужно написать право, один пункт внести, право запрашивать государственных органов информацию. Ну, за исключением, конечно, секретной. По объекту там написано. Я прочитал. По объектам контроля, да. Да, по объектам. Я законопроект очень внимательно прочитал и сопутствующий прочитал. Там же вносятся изменения в законопроект. А объект у нас в данном случае сфера здравоохранения, например, да? Нет, я не могу понять, смотрите, вот у меня сейчас начинается, я там еще выступаю даже на Национальный центр Координационного совета права человека. Сейчас одну минутку. В 2005 году я работала в Восточном Казахстане, директором департамента внутренней политики тогда в области. И что я сделала? Создала совет общественности. 100% совет общественности. А себя, директора департамента, сделала секретарем этого совета общественности. Председателем, в конце концов, выбрали Лопаткин, тогда был, партия патриотов. Там были все, и НПО, и религиозные, и этнокультурные, в общем, весь цвет общественности. В результате, значит, я говорю, какая тема вас волнует? Я как секретарь говорю, я вам сформирую план работы. И они говорят, конечно, один говорит, у нас номер один проблема экологии, другой говорит здравоохранение, третий, например, там я уже не помню. Хорошо, я под это подстраиваю. Мы собирались 2 месяца один раз, и об этом все, те, кто когда-то, ну, по крайней мере, они же не все ушли из этого мира. И в результате что получилось? Боялись управления экологией или управления здравоохранением, потому что я их больше всего запомнила. Им пришлось, они не боялись отчета Акима, боялись отчета общественности. Ничего плохого не было, они четко говорили, там, мы же все видим. Это зависит от руководителей государственных органов. У нас Бану Ганиевна на все государственные органы не хватит, поэтому гражданская лясы. А вы совет общественности. А закон должен нивелировать это, правильно, унифицировать все. Есть государственные органы, которые просят нас помощи. Вот Гульнат Толбаевна здесь находится, управление координации социальных программ. Они всегда с радостью нам идут навстречу, потому что знают, что мы своей работой окажем им содействие, даже в том смысле, что выявим проблему, и на нее, может быть, еще дополнительные средства выделятся, которые хронические проблемы. Где-то есть госорган, а где-то они формально отвечают, говорят, ну у вас прав нет, напишем бумажечку какую-нибудь там, ответим и все. А вы план включите? У всех должно быть, мы это сделаем, конечно. Но проблема уйдет. Она же задача, вот, Кинжигуль знает, Кинжигуль всегда говорит, сейчас проблема, потому что через месяц она уже будет проблема, не проблема, там другие нарастутся. То есть мы прошли мимо нее, а может быть не надо было проходить, а может быть надо было. Вот, а я об этом говорю. Это несложно подписать, потому что, тем более, министерство же просит, что... Значит, я предлагаю в данной ситуации, давайте так, чтобы, может быть, что-то... Я готов с министерством подискутировать. Нет, давайте сначала дайте вы свои предложения, дискутировать не проблема. Мы даже вас... Я все сейчас даже меняю там статью, чтобы хотя бы 20 региональных вытащить. Ну, там не предусмотрены деньги. Ну, чтобы вы прилетели, мы сели за круглый стол, все 20 регионов,
конкретными предложениями, мы даже прежде чем вызывать, скажем, дайте свои рекомендации, чтобы уже Всё правильно. сидели вот эти экологии, Министерство индустрии или там здравоохранения, министерство и так далее. Это не проблема, они все придут. Сегодня они понимают, каждое слово президента, как он говорит, использует потенциал гражданского общества. Самые активные, законодательно, скажем так, имеющие законные права, это вы, в первую очередь. Все остальные, как бы мы, это вокруг. Мы самые независимые, не обязаны ни перед кем отчитываться. К Вот сожалению, это мне это больше всего нравится. Нет, мы не отчитываемся. Практически мы говорим всегда о Да. том, что есть сайты, есть много людей. Вам огромное спасибо. Спасибо за диалог. Я думаю, эти диалоги будут продолжаться. Вам успехов в работе. Спасибо. Вы видите, что мы все равно будем работать. В любых условиях мы без закона даже будем работать. Без закона общественных советов будем работать. Люди активные все, хотят добиться реального результата. Поэтому это мы просто для дискуссии и о том, чтобы довести до министерства. К вам вообще никаких претензий нет, только одна благодарность. В этом году вы раскрутили хоть немножко внимания к общественным советам, я уже говорил, на уровне администрации президента говорил, мы хоть увидели, что мы кому-то в республике нужны. Не для отчетов. Я в прошлом году ни одного отчета не послал в министерство. И запретил секретарю посылать, потому что нигде в законе не написано, что мы должны перед кем-то отчитываться. Есть сайт, заходите на сайт, смотрите. Есть аккаунт у нас, заходите, смотрите. Другой информации у нас нет. Все там. Протоколы все там, выступления все там, доклады наши все там, отчеты все там. Ни перед кем отчитываться не будем. Вот этим общественный совет, конечно, он независим полностью. И мы знаем об этом. Но внимание к себе мы хотим со стороны республики, государственных органов, в части того, чтобы выслушивать наши проблемы, что нам еще нужно изменить, чтобы работа наша была качественной. Да. И чтобы госорганы стали слышащим государством хотя бы через нас, не через граждан, а через общественные советы, чтобы они слышали людей, их проблемы, прислушивались к ним и, соответственно, реагировали и корректировали свою работу. Спасибо вам. Прекрасно. На такой позитивной волне можно завершить. Ну, на самом деле мы с вами оба работали в государственных. Это даже нам помогает сейчас, потому что мы знаем, где не все правильно делается и как это сделать так, чтобы голос общественности был слышен. А я бы хотела только сказать так. Государство будет сильным только тогда, когда будет сильным гражданское общество. Да, это однозначно. Всем нам успехов, энергии, Рахмет, здоровья. Аман Сабовна. Рахмет, сау болыңыздар. Мы первые в стране создали объединение юридических лиц